В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Уходящая неделя выдалась непростой для Абхазии. В стране вновь обострилась общественно-политическая ситуация. А связано это было с акцией протеста, организованной сторонниками депутата Аслана Бжания, которые в понедельник собрались у здания парламента с требованием перенести дату президентских выборов с июля на ноябрь в связи с состоянием его здоровья. Хронология событий, а также о причинах и следствии акции в репортаже Саида Барганджия. На площади у здания парламента сегодня тихо. Сложно представить, что еще несколько дней назад тут был митинг, участники которого вначале требовали перенести дату выборов президента Республики Абхазия, а уже потом, после того, как парламент соответствующее решение не принял, потребовали отставку президента Республики Абхазия. Власть и оппозиция к консенсусу пришли, но все это время страна находилась в напряжении. Историческую оценку событий минувшей недели, конечно, дадут будущие поколения. Мы же сегодня попытаемся раскрыть хронологию этих событий. 18 апреля в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии был госпитализирован депутат парламента Аслан Бжания, который должен был принять участие в президентских выборах. Через несколько дней со схожими симптомами в больницу попали двое сотрудников его охраны – Кесол Дарсали и Ливан Бжания. Поступление лидера оппозиции в больницу в тяжелом состоянии вызвало массу вопросов. Особенно ситуацию накаляло отсутствие какой-либо официально подтвержденной информации о его диагнозе. 17 мая президент Рауль Хаджинба провел совещание Совета Безопасности, на котором дал поручение госслужбам Абхазии в кратчайшие сроки завершить сбор и обобщение имеющейся информации и осуществить ее последующее обнародование. В это время в сети интернет появился документ, в котором были отражены результаты медицинских исследований. Их провели в одной из клиник Германии. Исследования выявили повышенные показатели металла в организме Аслана Бжания. Участие общества к тому моменту, и без того считавшее, что депутат был отравлен, возник шквал возмущений. Ситуация накалилась, и уже 20 мая с самого утра у здания парламента стали собираться люди. Основное и единственное требование сторонников Аслана Бжания, звучавшее на тот момент, было перенести дату выборов президента Абхазии с 21 июля на ноябрь 2019 года. В здании парламента шло бурное обсуждение этого вопроса. Была создана депутатская комиссия, которая в течение короткого времени подготовила к рассмотрению на экстренном заседании сессии парламента два законопроекта: об отмене постановления парламента Республики Абхазия о назначении выборов президента Абхазии от 4 апреля 2019 года и о введении моратория на действие статьи 6 Конституционного закона о выборах президента Республики Абхазия. По итогам парламент проголосовал против переноса выборов. Представители оппозиции не удовлетворило решение парламента. В ответ они объявили о начале бессрочной акции протеста и уже к вечеру потребовали отставку президента. Этой же ночью была объявлена акция гражданского неповиновения. Представители оппозиции призвали прекратить работу общественного транспорта. Ими также были перекрыты два участка республиканской трассы. Люди к этой акции отнеслись резко отрицательно. Не ходит транспорт, вот сидим, ждем, что будет, не знаю. Сын утром привез, а теперь уехать не можем, потому что транспорта нет. Сосед меня подвез. Я и не знала, что транспорт не ходит. А вот приехала, набрала, у меня дома муж сердечник. Одного оставила. Тоже подвезли нас и подумать не могли, что транспорт не ходит. Вот теперь стоим и ждем. Я уже час жду. У нас на старый поселок и так проблемно, а сейчас вообще ужасно стало. Народ при чем-то? Должен быть транспорт. Очень тяжело, если так будет и завтра, и послезавтра. Ладно, мы, те, которые ездят на машине, это понятно, но старики, взрослые, дети, в школу надо, на работу надо. Люди, пенсионеры, жалко же таких людей. Мое мнение, то, что это неправильно. Совсем, сейчас всем так, чтобы поступить с людьми, не знаю. В тот же день к народу Абхазии обратился президент Рауль Хаджинба. В эти дни мы с вами стали очевидцами деструктивных действий оппозиционных сил, которые под внешне благовидным предлогом заботы о состоянии здоровья депутата Аслана Бжания и его участия в предстоящих президентских выборах на деле обнажили суть своих главных намерений – досрочной отставки главы государства, отметил в своем обращении Рауль Хаджинба. Я уже сообщал о том, что проблема
связанным со здоровьем депутата и его помощников, нами уделяется пристальное внимание. Совместно с российскими коллегами, нашими правоохранительными органами ведется тщательное расследование дела. Как вам известно, во имя осуществления своих целей оппозиция прибегла к объявлению бессрочного митинга перед зданием парламента Республики Абхазия, к ряду противоправных акций, перекрытию центральной автотрассы на участках сел Бзып и Тамыш, принудительной остановке работы троллейбусного хозяйства и автобусного парка в городе Сухум и другим мерам, дестабилизирующим обстановку в стране. И все это происходит в период начала курортного сезона. Подобное нагнетание напряженности, к глубокому сожалению, может отпугнуть многих отдыхающих, приему которых мы уделяем значительное внимание. Я уже говорил в своем выступлении о важности спокойного проведения выборов в сроки, определенные Конституцией Республики Абхазия. Однако методы, используемые оппозицией, говорят об обратном. Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями. Органы власти Абхазии принимают все необходимые меры по сохранению стабильности и спокойствия в стране, предотвращению провокационных действий, способных расшатать конституционные устои нашего государства. За эти дни неоднократно созывался Совет Безопасности, на котором обсуждаются разумные пути урегулирования складывающейся ситуации. Обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность. Уверен, что нам удастся сохранить мир и спокойствие в нашей стране. На фоне обострившейся общественно-политической ситуации в стране в СМИ появилась информация о том, что туристы стали отзывать путевки. И масштабы проблемы очень глобальны. Все эти дни активную работу проводили в Министерстве по курортам и туризму. На туристический сезон те события, которые произошли, повлияли, конечно, частично, но это не носит такой катастрофический характер, как сейчас все обсуждают в СМИ, что какой-то там произошел обвал, отказ большой в броне, отказались от экскурсионного обслуживания. Экскурсионная деятельность сегодня работает в обычном графике, в стандартном. Самое главное для всех, кто посещает другую страну, другую республику, это безопасность при посещении. Сегодня Абхазию понимают как безопасную страну, в которую можно приехать, отдохнуть и хорошо провести время. На сегодняшний момент мы проводим рекламный тур. Сегодня к нам приехала фирма Анастасия, которая является самым большим туроператором города Сочи. Привезла своих турагентов, ательеров, которые сегодня посещают наши экскурсионные объекты, смотрят, показываем, как у нас все здесь происходит. И реально они сегодня могут убедиться, что в республике все нормально, мы готовы принимать туристов, безопасность обеспечена для них. Тем временем объявленная оппозицией акция неповиновения продолжалась. Разные кривотолки, домыслы привели к тому, что у нас закрепилось мнение, что Аслан Георгиевич, например, отравлен кем-то, отравлен. Всех это беспокоит до сих пор. Вы, депутаты дорогие, дали поручение Генеральной прокуратуры, министру здравоохранения, чтобы они вплотную занялись выяснением всего того, что связано с болезнью Аслана Георгиевича Бжания. Первые сведения, которые им удалось выяснить, в результате допросов некоторых наших граждан, мы уже выслушали. Генеральная прокуратура специально выслала следователей в Москву, чтобы на месте разобрались с тем, с чем поступил в больницу Аслан Георгиевич, какой диагноз на самом деле. Сегодня поступило к нам в прокуратуру официальное врачебное заключение. Много чего становится ясным. Данное заключение исключает факт отравления. Имеется у нас официальный диагноз заболевания Аслана Георгиевича Бжания, который я хочу вам в настоящее время зачитать. Острая, моторная и сенсорная полинейропия, в скобках подтип синдрома Гиейна-Барре, с тетрапарезом, вовлечением черепных нервов, булибарным синдромом,
дыхательными и вегетативными нарушениями. Осложнения. Нозокомиальная двусторонняя полисегментарная аспирационная пневмония. Острый правосторонний карательный средний отит. Острый левосторонний эксудативный средний отит. Состояние здоровья тяжелое, стабильное. С учетом тяжелого состояния здоровья проведение с пациентом процессуальных действий невозможно. Главврач городской клинической больницы имени Уянова А.В. Сальков. Могу утверждать, что вынесенный диагноз, это острая полинейропатия, является заболеванием аутоиммунным, истинно неврологическим. Аутоиммунное подразумевает выработку самим организмом патологических агентов, антител против своих клеток. Аутоиммунные заболевания в разных направлениях бывают, то есть не только в неврологии, в ревматологии, пульмонологии и прочих. Что касается данного конкретного заболевания, обсуждая провоцирующий фактор, экзогенной интоксикации не упоминаются. Чаще всего дебютирует после перенесенной вирусной инфекции, в том числе гриппа. Этиология, то есть происхождение, однозначно и до конца не изучена. Заболевание протекает тяжело, но поддается специфической терапии. Я имела в виду, что если освещать эту проблему в свете информации об отравлении, которая бытует в нашем обществе, то я как невролог не могу связать дебют неврологического аутоиммунного заболевания, этой болезни, синдром Гиена-Барре иначе называется, с отравлением каким-либо веществом, в том числе тяжелыми металлами. Поздно вечером 21 мая состоялась встреча президента с представителями оппозиции. Посредником в переговорах выступил министр обороны Абхазии Мераб Кишмари. В итоге между оппозицией и руководством страны был достигнут компромисс. Глава государства предложил перенести дату выборов на 25 августа. Представители оппозиции с этим согласились. Наш президент выступил как гарант Конституции, вместе с тем проявил такую мудрость, которую многие не ждали. Он мудрость пошел на мудрую политику и на компромисс, но не нарушая Конституцию, он является гарантом. Внутриполитический кризис достиг пиковой точки, однако всем участникам митинга удалось не перейти черту невозврата. Абхазское общество в очередной раз продемонстрировало высокий уровень гражданского самосознания. Мы говорим, несмотря на противостояние нашим политикам, народу удается выйти из ситуации. Но мне кажется, надо говорить о том, что откуда мы выходим, а почему мы создаем такие ситуации, что нам надо было героически преодолевать те проблемы, которые мы сами создаем. С моей точки зрения, налицо отсутствие постоянного диалога. Я думаю, что очень много вопросов можно было снять, если бы такой диалог происходил. Мы, по-моему, подходим к той черте, когда бесконечный перманентный кризис, политический кризис, который у нас происходит, да, приведет к тому, что мы станем на пороге кризиса нашей государственности. И поэтому надо, мне кажется, и политикам, и всем участникам политических процессов в Абхазии надо относиться более ответственно к своим поступкам и к своим заявлениям. Дело в том, что, на мой взгляд, социально-экономическая ситуация и уровень жизни нашего населения, наших людей, большей части нашего населения, крайне низкий. И население будет, с моей точки зрения, будет каждый раз подхватывать любую протестную инициативу. И власть должна понимать это. И до тех пор, пока мы не сядем и не проанализируем, что нужно для этого делать. Но прежде всего, конечно, для этого нужно продемонстрировать решительные, позитивные какие-то изменения в области экономики. Любой повод может взорвать ситуацию. Мне кажется, как простому обывателю, человеку, которому уже порядком надоело все, что творится в нашей стране под названием политическая борьба, да, все-таки мы не совсем ответственно относимся к своей стране. Периодически устраивать бунты, приходить туда, куда мы сейчас стоим, и требовать отставки президента, это свидетельство того, что мы не очень уважаем свое государство. Потому что у нас перманентная революционная ситуация. А революцию делают в стране, в которой
которую не жалко. Значит, нам не жалко своей страны просто. Нам всем надо быть ответственнее относиться к тому, что мы делаем, и к тому, что мы заявляем. Президент Рауль Хаджинба, выполняя данное обещание, представил на рассмотрение в парламент проект закона о внесении изменений в Конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия. Представленный законопроект в строгом соответствии с Конституцией Республики Абхазия, действующим законодательством и в рамках срока конституционных полномочий президента дают правовые основы для изменения даты президентских выборов с 21 июля на 25 августа 2019 года, сказано в обращении. Рауль Хаджинба призвал народных избранников вне зависимости от политических взглядов и предпочтений поддержать проект закона на ближайшем заседании сессии парламента. Переносить дату выборов президента Республики Абхазия или нет, будет решать парламент республики. Именно по этой причине здесь, в здании парламента, уже несколько дней идет активная работа. Каким будет решение, говорить сложно. Нам остается только ждать. Гость событий недели – депутат Народного собрания Астамур Логуа, который был одним из 14 народных избранников, проголосовавших за перенос выборов на ноябрь месяц 2019 года. Почему им было принято такое решение, а также как он оценивает работу парламента в такой ситуации, Астамур Логуа рассказал в интервью нашей программе. Добрый день, Астамур. Добрый день. Так случилось, что площадь перед парламентом Абхазии периодически становится площадкой для проведения различных акций протеста. И люди, которые принимают в них участие, требуют от депутатов парламента решения вопросов или удовлетворения выдвигаемых ими требований. Как вы относитесь к таким процессам в целом? Как я могу к этому относиться? К большому сожалению, пока еще мы не научились решать политического рода вопросы в кабинетах, в залах заседаниях, пока мы еще используем площади для того, чтобы передать свои мысли или требовать чего-то. Это, конечно, не совсем хорошо, но, к сожалению, это то, что мы сегодня имеем. Касаясь событий, которые имели место 21 мая, как вы оцениваете работу парламента в этой ситуации? Вы знаете, вообще 21 мая, такой трагичный день для истории Абхазии, мы чуть не натворили еще одну трагедию, которая могла бы привести к очень плохим последствиям для всей нашей государственности и народа Абхазии, и в целом государства. Как я могу оценить работу парламента? Я не могу ее комментировать, у каждого здесь в парламенте есть свое мнение. Безусловно, была очень сложная политическая обстановка, напряженность очень высокая была. И мы прекрасно, каждый из нас, я думаю, отдавал себе отчет о том, что происходит на улице. И в парламенте люди работали, проходили переговоры между людьми, между группами депутатов и так далее. И я думаю, что, может быть, оценка со стороны общества, конечно, будет заниженной, но, как мне кажется, парламент провел большую работу в тот день. Мы выходили к людям, мы разговаривали с людьми, просили, предупреждали ситуацию, объясняли, чем это может закончиться. Мне сложно сказать, знаете, пусть оценку ставят люди парламенту, вот так скажем. Парламент не удовлетворил требований сторонников Аслана Бжани о переносе даты выборов с июля на ноябрь. Вы всегда выступаете за соблюдение законности, но в данном случае вы проголосовали за перенос выборов. Обоснуйте свое решение. Вы знаете, Ирина, буквально за день до этого голосования и в тот самый день этого сложного для парламента решения, для абхазского общества вопроса, скажем так, было, конечно, два мнения во мне, как в человеке, у меня в голове. Первое гласило о том, что да, безусловно, о законности говорить не приходится при принятии такого решения. Но было и второе, которое, знаете, у меня кресло расположено, я смотрю во двор. Я видел, что происходило во дворе, я помню события, которые имели место в 2014 году, в 2004 году. Мне бы очень не хотелось, чтобы мы могли каждые 10 лет или 5 лет повторять те страшные события, которые проходили мы в нашей истории. Более того, я абсолютно убежден, что если мы все-таки не придем к консенсусу
внутри абхазского общества когда-нибудь вот такого рода ситуация может привести к трагедии. И тогда уже будем сожалеть все вместе, наверное, над тем, что мы натворили. И, честно говоря, еще раз повторюсь, очень сложно давалось это решение. Может быть, оно было больше эмоциональным с моей стороны, но именно этим я и руководствовался, что вот мой голос был отдан за то, чтобы перенести, за то, чтобы не предотвратить вот, печальное, плохое развитие событий, которое могло произойти с нашими людьми. Опять же, говоря об этом, вы знаете, я ни в коем мере не хочу никого из своих коллег поставить под сомнение их тревожность, переживания за тех же людей, стоящих на улице, но вы знаете, каждый человек индивидуален, и каждый человек принимал свое решение. Как известно, в вопросе о смещении даты выборов президента Абхазии был найден компромисс, и глава государства представил на рассмотрение в Народное собрание проект закона о внесении изменений в Конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия, где он предлагает, не нарушая закон, перенести дату выборов на 25 августа. Решение по данному вопросу депутаты должны уже принять на ближайшей сессии. Как вы думаете, будет поддержан данный законопроект? В первую очередь я хочу сказать, что наверняка, как мы все понимаем, насколько бы это было сложным решением и для президента, и для оппозиции, которая требовала сначала переноса выборов, потом, как вы знаете, по накатанной требуются уже другие вещи, хотя, безусловно, это недопустимо. Сложное решение, сложный компромисс, за что, безусловно, я благодарен и президенту, и министру обороны, который стал гарантом между оппозицией и президентом, скажем так. И родилось вот такое вот предложение. Вы знаете, мне достаточно сложно сейчас вам ответить однозначно, поддержат ли его в стенах абхазского парламента. Но я надеюсь на благоразумие наших коллег. Еще раз повторюсь, свой выбор осознанный я тогда делал именно для того, чтобы предотвратить какого-то рода провокации или плохие действия, которые могут привести к чему-то очень нехорошему. Я продолжу свою линию и, конечно, поддержу. Но хотелось бы, конечно, чтобы прошли еще больше консультаций отдельно с коллегами, с группами коллег. Может быть, и стоит и президенту встретиться с парламентом. Я думаю, что в столь ответственный момент, может быть, и он придет в парламент на заседание сессии и выступит с речью и как раз объяснит, и так понятно для всех, но еще раз убедить наших коллег поддержать данное решение. Астамур, в последнее время вы активно занимаетесь продвижением в парламенте законопроекта о декларировании доходов и расходов чиновников, госслужащих и депутатов. За последние 2 недели вы дважды пытались собрать заседание комитета, чтобы обсудить предлагаемые поправки к данному законопроекту, но необходимого кворума так и не было собрано. Почему ваши коллеги проигнорировали эти заседания, как вы думаете? Давайте так, не будем давать столь критичных оценок. Это было игнорирование или это были какие-то обстоятельства. По конкретным людям я знаю, что были это обстоятельства, которые не позволили, так бывает иногда, понимаете, и на первое, и на второе заседание не явиться. Однако это не меняет самой темы, да, и происходящего вокруг этого законопроекта, вокруг этой идеи. Я еще раз хочу сказать, что, вы знаете, мне кажется, что как раз сейчас подошло время, когда, вернувшись немножко назад, когда президент в своем послании говорит о декларации перед парламентом, говорит, что он хотел бы, чтобы в парламенте был рассмотрен такой вопрос. Когда один из лидеров оппозиции вместе со своими коллегами регистрирует такой проект, когда в обществе есть такой запрос, когда мы внутри парламента создаем комиссию, берем за основу один из законопроектов, который есть в парламенте, дорабатываем его, уже даже неприятно рассказывать о каких-то сроках, да, я уже не один раз говорил, следующая сессия через неделю, в следующем месяце и так далее. Мне кажется, что абсолютно все уже изучили этот законопроект,
И просто каждый для себя, опять же, будет принимать свое решение на сессии. Он поддерживает данное направление, данный законопроект. Ведь это не только сам закон. Мы говорим о том, что есть и другие законопроекты, которые уже предлагаются в парламент, и надеюсь, что и в будущем антикоррупционного плана и характера мы будем рассматривать эти законы. Еще раз повторюсь, мне тяжело сейчас сказать, опять же, по этому закону, будет он принят или нет, но я думаю, общественность Абхазии будет, увидит, что этот законопроект вынесен на сессию, и наконец-то по нему выскажутся коллеги за или против этого документа. Предложенные поправки к законопроекту вызвали очень жаркий спор между депутатами и членами инициативной группы по продвижению этого законопроекта. Одни предлагают контролирующим органам назначить Министерство по налогам и сборам, другие контрольную палату. В чем суть вообще спора? Как раз именно в этом нет никакого спора. Есть спор, скажем так, но это не принципиальная позиция ни для наших коллег в парламенте, ни для общественности, будь то налоговая или контрольная палата, кто из них будет контролирующим органом. Есть другие моменты, по которым мнения расходятся. Я хочу сказать, что и в парламенте они расходятся. Тут нет такой позиции, что общественность предлагает именно вся общественность за эту поправку, а весь парламент против этого. Там речь идет о понятии близких родственников, да, какой круг должен подходить под декларантов. Есть такое понятие, как супруг, супруга, несовершеннолетние дети. А есть понятие близких родственников, где это раскрывается мать, отец, брат, сестра. Безусловно, принимаю за аргумент некоторые абхазские традиционные какие-то вещи, когда нам рассказывают, что есть ситуация, брат где-то находится в другой стране, не общаются, сестра не видится со своими родственниками, как она это будет делать, а если это гражданин другого государства, да, допустим, и так далее. Все эти проблемы есть. Безусловно, когда мы предлагали вместе с ребятами из инициативной группы эту поправку о том расширении круга лиц декларантов по близким родственникам, мы как раз думали о том, что сделать немножко прозрачнее, да, площадь вокруг, скажем, того же чиновника, его близких родственников заставить декларировать свои доходы и расходы. Но хочу вам сказать, что и это не должно, наверное, стать причиной тому, чтобы этот законопроект загубили и не приняли в парламенте. Мы договоримся, я абсолютно убежден в том, что будет принято решение и наконец-то мы этот закон примем. Потому что о антикоррупционных законах и об этом декларировании мы уже говорим не первый год. Лично я в парламенте 2,5 года. 2,5 года я это слышу, я это говорил и в предвыборной кампании своей в том числе. Но я знаю, что ребята, которые представляют общественность, ходят с 5-го созыва парламента, перешли в 6-й, со своими инициативами и идеями, которые связаны с антикоррупционными законами. И, наконец-то, с чего-то надо начинать. В Абхазии, безусловно, есть закон, принятый прошлым созывом по антикоррупционной деятельности, но я думаю, что в развитии того закона, закон о декларировании публичных служащих, будет идеальным дополнением. Хотя у нас впереди очень важный закон о государственной службе, который нужно принимать обязательно, чтобы не было никаких шатаний между тем, кто является госслужащим, а кто не является, кто чиновник, а кто просто бюджетник, да, там учитель и директор, там министр или управляющий каким-то отделом в районе. То есть такого рода вещи, на такого рода вопросы мы получим ответы в законе о госслужбе, который, безусловно, надо принимать. У меня была даже инициатива, она у меня по сей день сохраняется, я об этом скажу на сессии, что если мы говорим, что сложно сейчас понять по этому закону, кто является служащим, а кто чиновником, а кто бюджетником, давайте сделаем следующим образом. Примем этот закон с отсрочкой до 1 января 2020 года, что он вступит в силу. Но до этого времени примем закон о государственной службе. И тогда, я думаю, что все точки будут расставлены. Опять же, это не все. Есть и другие законы и инициативы, которые уже зарегистрированы в парламенте, инициативной группой наших друзей, общественников. Это и проект закона о незаконном обогащении. И есть коллеги, которые регистрировали законы о госзакупках обязательных, да, там, о прозрачности их. Я думаю, что все эти законы нужно принимать. Очень надеюсь, что наш созыв парламента войдет в историю тем, что мы примем не один, не два, а целый пакет антикоррупционных законов, которые поведут нашу страну вперед. Спасибо вам большое за интервью. Вам спасибо.
21 мая в Абхазии должны были отметить День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа. Министерством по репатриации были запланированы различные памятные мероприятия, однако их проведение было отложено в связи с событиями, имевшими место в Сухуми в этот день. Память жертв Кавказской войны почтили 22 мая. К памятнику махаджирам в Сухуми возложили цветы президента Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, члены правительства, репатрианты, представители общественности, учащиеся столичных школ. День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа – день скорби по тем, кто в XIX веке был вынужден покинуть родину и искать пристанище в Турции и странах Ближнего Востока. В Абхазии отмечают ежегодно. Многие из абхазов-махаджиров так и не смогли добраться до этих стран, погибая в пути от голода, холода и болезней. Сегодня потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора в Турции. Абхазия никогда не забудет этот период своей истории, ставший одним из самых трагичных в судьбе многострадального народа. Это была страшная трагедия, это была депортация. И об этом написано очень много. Нельзя подходить упрощенно к этой проблематике. Она достаточно глубоко изучена и продолжают изучать наши историки. И об этом должны знать молодые. Через какие тернии, страдания и мучения происходило восстановление наших традиций, нашей культуры там, в местах компактного проживания нашей диаспоры. Очень многое делается по восстановлению наших культурных связей. Люди приезжают на историческую родину. Государство будет делать все возможное, чтобы не утерять эти связи, а наоборот, приумножать эти традиции. Сахара сапсаткал, и алази закузи, и упшавази, и учидзи, а басулах зейкузи, хыцк айцазу гурьома, машиннерчи оуджабома, сила шара сапсаткал, а басулах зейкузи, уахтараду пхоушома, мадачика гнугома, сила шара сапсаткал, а басулах зейкузи. Для 1886 выпускников Абхазии во всех школах республики 24 мая прозвенел последний звонок. В каждой из 155 школ страны в этот день царила праздничная атмосфера. В то же время для всех, кто прощался со школьной скамьей, он был наполнен грустью расставания с детством, с любимыми учителями и одноклассниками. Последний звонок прозвенел и во второй сухумской школе, пострадавшей от пожара. Репортаж Алеки Трапш. Для 38 выпускников Сухумской школы номер 2 звучит последний звонок. Именно сейчас для них заканчивается веселое, беззаботное детство. Впереди нелегкая, долгая, увлекательная дорога в большой мир. Последний звонок – одно из самых важных событий в жизни, которое выпускники ждут с нетерпением. Хотя долгие школьные годы позади, но отдыхать времени нет. Впереди выпускные экзамены, выбор вуза, вступительные испытания. Вчерашние школьники, а сегодня уже выпускники вспоминают, как их родители привели в первый класс, получили первую пятерку, обрели настоящих друзей. И вот, словно миг, пролетели 11 лет. Эмоции переполняют радостные, грустные, очень. Буду скучать по школе. Хочу выразить большую благодарность всем своим учителям за их преподавание, за их мудрость, за знания, которые я получила. Все те знания, которые я получила, они будут, уверена, большим багажом. Мы вообще не представляем, что мы заканчиваем школу. Вообще, то есть переполняют эмоции, как мы стояли здесь в 4 классе, 1 класс. Сейчас это незабываемые эмоции. Хотим после окончания школы общаться, поддерживать связь и никогда не терять друг друга. Я очень рада, правда, что мы закончили. Школа нас очень многому научила, и надеюсь, что впереди нас ждут только новые открытия и прекрасные дни впереди. Последний звонок – радостный и в то же время грустный праздник, который наполнен чувством расставания с детством, с любимыми учителями и одноклассниками. С пожеланиями счастливого пути уже во взрослой жизни выпускников поздравили малыши. И год от помпия джа, и на скахку такую джа, я хеялгас от ча. Швишвин лаша зай, швидгил халал зай. В этот день звучат пожелания как выпускникам, так и их родителям. Ведь впереди студенческая пора, очередная важная ступень в жизни молодого человека.
За эти 11 лет выросли в таких прекрасных юношей и девушек, которые блистали своими знаниями, спортивными успехами. И радостно видеть этих малышей, которые с надеждой смотрят на своих старших. И я хочу от имени всего коллектива нашей школы поздравить и наших выпускников, и особенно их родителей, которые все это время провели вместе с нами и вместе воспитывали детей. Оглядываясь назад, для многих из них 11 проведенных лет ознаменовались множеством побед и достижений. У вас осталось практически последнее испытание в этой школе, выпускные экзамены. Я уверен, с честью и достоинством вы эти испытания пройдете и вступите в новую жизнь. Я думаю, это символично, что спустя месяц после событий известных, после пожара в этой школе, мы все-таки стоим во дворе этой школы и отмечаем последний звонок. Я уверен, мы сделаем все, чтобы 1 сентября мы также отметили первый наш поход в школу для первоклассников и для всех остальных возвращения в свои классы. Выпускники поблагодарили своих учителей, которые вложили в их воспитание и образование немало усилий. Ведь именно педагоги долгих 11 лет кирпичик за кирпичиком вкладывали знания, которые станут прочным фундаментом в дальнейшей учебе. И вот наступил долгожданный момент. Звенит последний звонок. Теперь вчерашним школьникам осталось сдать выпускные экзамены и сделать первый шаг в дорогу длиною в жизнь. Последний звонок прозвенит, простимся со школой, жизнью веселой. Прощайте школьные дни, простимся со школой, жизнью веселой. Прощайте школьные дни. Вальс в исполнении выпускников стал яркой кульминацией праздника, как символ незабываемых школьных лет и начала новой взрослой жизни. Аля Катрапш, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. В субботу общественность Абхазии простилась с композитором, кавалером ордена Ахтзапша III степени, народным артистом Республики Абхазия, лауреатом государственной премии Дермита Гулия, ветераном Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, председателем Союза композиторов Константином Антоновичем Ченгели. Уход Константина Ченгели – невосполнимая утрата как для Абхазии, так и для всех, кто был знаком с его творчеством. Уникальный композитор и человек с большой душой. Таким запомнился Константин Ченгели всем, кто его знал. Всю свою жизнь он посвятил творчеству, которое представлено разными жанрами. Но приоритет Константин Антонович всегда отдавал вокальной музыке. В своих песнях Константин Ченгели воспевал культуру и героическое прошлое своего народа. Музыка композитора неразрывно связана с фольклором Абхазии. Многие из его песен посвящены героям войны и мечтам о мире. В годы Отечественной войны народа Абхазии организованный Константином Ченгели ансамбль «Аяйра» дал на линии фронта и в госпиталях 102 концерта. В дни войны им было написано около 60 песен, а символом победы стала песня Константина Ченгели на слова Лёли Тванба «Аяйра». Константин Ченгели был человеком яркого, самобытного, творческого дарования. Он был профессионал настоящий. Та могучая плеяда, такие как Рожден Гумба, Константин Ченгели, Василий Царгуш, это Тото Аджапу, сколько вместе с Костей работал. Это люди, которые заложили очень надежные, прочные основы развития нашей национальной музыки. Человек оставил свой яркий след в истории нашей культуры. Проститься с народным артистом Абхазии Константином Ченгели пришли все его друзья, коллеги, ученики. Все те, кто ценил и любил не только его творчество, но и редкие человеческие качества композитора. Константин Антонович был добрым, отзывчивым и позитивным человеком, никогда не унывал и даже в самых сложных ситуациях находил силы не только не упасть духом самому,
но и поддержать хорошей и правильной песней всех, кто его окружал. Он полностью посвящал себя музыке и воспитанию молодого поколения музыкантов, у которых прививал не только любовь к искусству, но и к традициям и культуре абхазского народа. Это явление в жизни нашей культуры, в жизни нашей не только музыкальной культуры, ведь его манера поведения какая раскрепощенная. Он имел доступ к таким пластам музыкального, народного творчества, не всем доступен, знаете. И этим самым, кстати, он зафиксировал эти мотивы некоторые. Ведь они не все попали в сборники Кортова, в сборники Ковача. Там 101 песня кодорских абхазов. Но их же не 101 была, вы понимаете? Их сотни. А его хазына сгубло. Дорога мой, открытый человек он такой. Это же богатство тоже, понимаете? И Харакун, Илшон. И не только в слове, в застолье или в частной беседе где-то, а вот в своей песне. Но эти песни, которые даже шедевры, они золотой фонд. Все, кто сегодня пришел проститься с Константином Ченгелия, говорили об его неоценимом вкладе в развитие музыкального искусства Абхазии. Вспоминали его творческий путь, длинную в жизнь. Константин Ченгелия не просто музыкант и композитор. Он является основателем легендарного этнографического ансамбля долгожителей «Нарта», который завоевал высшую награду международного фольклорного конкурса вокальных коллективов «Золотой павлин», проходивший в Венгрии в 1974 году. С именем композитора также связаны организация и работа таких вокально-инструментальных ансамблей, как Рица, Эрцах и Гунда. Уход Константина Ченгелия – невосполнимая утрата, как для музыкального сообщества Абхазии, так и для всех, кто был знаком с его творчеством. Народный артист Абхазии, кавалер ордена Ахтзабша III степени Константин Ченгелия был похоронен в селе Ачадара Сухумского района. Саид Жарсаля, Алексея Гухава для событий недели. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» запустил новую спортивную акцию «Бодрое утро» с фондом «Ашана». Организаторы акции предлагают всем желающим начинать день с утренней легкой зарядки на берегу моря под энергичную музыку в компании друзей и под руководством профессионального тренера. «Бодрое утро» на Сухумской набережной будет проходить каждую субботу с 9 до 10 часов утра. Каждый раз вести занятия будут разные тренеры, у которых уже подготовлены спортивные программы для групповых тренировок на свежем воздухе. Первая акция прошла под руководством тренера Ксении Даничевой. В программу вошли различные физические упражнения, быстрая ходьба, гимнастика. Организаторы акции надеются, что к бодрому утру присоединятся не только жители столицы Абхазии, но и ее гости. И это будет хорошим примером для других городов страны. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» взял на себя такую важную миссию популяризации спорта и здорового образа жизни. Особенно важно это для младшего поколения наших горожан, для того, чтобы привить им любовь к спорту с раннего возраста. Я и сам регулярно занимаюсь спортом, поэтому призываю всех горожан и гостей нашей столицы присоединиться к этой яркой, красочной акции, организованной культурно-благотворительным фондом «Ашана». Мы хотим, чтобы больше людей, детей, взрослых, разновозрастную категорию людей призывать к спорту, к здоровому образу жизни, так как одна из целей вообще нашего фонда – это здоровье нации, поэтому мы считаем, что это очень хорошая акция, надеемся, что она станет популярной и все больше и больше людей будут принимать в ней участие. Фонд «Ашана» за здоровый образ жизни. 26 мая в Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба состоится концерт вокалистов из Москвы «Песни Победы», посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войны. В концерте примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов, певец, поэт, композитор Вячеслав Ольховский и солистка Москонцерта Виктория Носовская. Партию фортепиано исполнит Виктория Пфистер. Концерт организован Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия и Государственного музея боевой славы имени Ардзенба. Начало концерта в 18 часов, вход свободный. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго.